тоже за мной повторите. Вот эти же слова. Все, с этого момента у нас идет запись, и мы теперь еще раз повторим, давайте глаголы, чтобы было понятно, да, и это именно для записи. Мин щохтаншам, я говорю. Вы можете за мной повторять у себя там дома, да, вот прямо вслух. Мин щохтаншам, я говорю. Мин тыңнапшам, я слушаю, прислушиваюсь. Мин тыңнапшам, мин исчем, я слышу. Допустим, да, мин исчем. Сирерны мин кершем, сирерны вас, мин я кершем, вижу, я вас вижу. Мин сирерны кершем. Пасшам, пишу, мин пасшам, я пишу. Щажынға пасшам. Щажын это бумага дословно. Пасшам пишу. Пишу в бумагу, да. Компьютерге пасшам. Пишу в компьютер. Одыршам. Я сижу. Мин отыршам. Мин ибде отыршам. Иб буквально дом. Де это аффикс места. Ибде дома. Мин ибде отыршам. Я сижу дома. Мин сахчам. Я думаю. Мин урок таңарсақчам. Я думаю об уроке. Вы можете сказать мин сирерденер сағанчам, уже зная вот сирерденер, думаю о вас. Мин иб денер сақчам. Это уже дополнительный аффикс. Денер, да. Иб денер сақчам. Давайте я их пропишу. Мин иб денер. Я думаю о доме. Мин иб денер сағанчам. Я думаю о доме. Допустим, да. Так, я сейчас отвечу на вопросы. Так, мин уроктаңар сағанчам, мин тильденер сақчам. Тиль, язык, тильденер. Я думаю о языке. Мин тильденер сақчам. Мин орыс тилінің сақчам. Вот смотрите, тильденер о языке, а если орыс тилінің, то есть с помощью какого орудия, да, тиль это орудие. Тилінің, видите, уже аффикс другой. Мин орыс тилінің сақчам. Я думаю русским языком, буквальный перевод. Ну, по-русски, конечно, я думаю по-русски, да. Ну, а теперь вопрос. Щажин, щазын. На самом деле это диалектное различие. Щазын это сагайский, щажин, ну, я вот честно сказать, тоже, наверное, сагайский или качинский вариант. Ну, в литературу входит щажин. Так мы пишем, щажин. Можно написать щазын, это будет, наверное, наверняка диалектная форма. Так, давайте я еще раз зачитаю текст из газеты «Хабар». Теперь, знаете зачем? Теперь задача следующая. Вы, конечно, вот должны научиться видеть текст глазами и слышать аудирование. То есть, как этот текст произносится. Ну вот так, вроде бы вы рабочий стол у меня должны видеть, да, рабочий стол вы мой видите. Давайте я еще раз зачитаю этот текст для записи, потому что текст не был записан. И вот смотрите, хотя мы прошли его, но давайте я теперь буду пояснять слова и смысл. Хакас драма театрынды на ойын. Теперь перевожу. Хакас драма понятно. Хакасская драматическая, да, что-то такое с театр тоже понятно. А теперь смотрите, театрынды. Вот это да, это аффикс места. То есть в хакасском драматическом театре, что там? На ойын. Ойын буквально игра, на это новая. На ойын, новая игра. Ну, буквальный перевод новая игра, но в хакасском языке ойын еще подразумевает игру, театральную игру или постановку, да, театральную постановку на ойын, то есть новая постановка, новая театральная постановка. Итак, мы видим тут Тимирхол Кабаргада, это сказка, по-русски будете афишу, а теперь дальше читаем. Таңды саблық өмінің артистері көзідірлер. Таңды өмінің артистері Тимирхол табырғы нымықты көзідірлер. Вот смотрите, давайте разберем. Көзід это глагол показывай. Көзідір будет показывать в будущее время. Көзідірлер будут показывать. Таңды завтра саблық өмінің артистері. Артистері, ну понятно, что это артисты, да, но теперь смотрите, артист, тер, это множественное число, артистеры. Это принадлежность к чему?
к слову «эме». Ну, в общем, смотрите, там, где завтра саблых «эменам», саблых знаменитый, «эме» группа, артистеры. Вот завтра группа знаменитых артистов буквально, да. Ну, «эме» имеется в виду театральная труппа, на самом деле. Тимирхол табырга, Тимирхол буквально железная рука, табырга, кабарга, нымахты, сказку, көздерлер будут показывать. Дальше. Анна режиссер Саяна Ултургашева, драматург Наталья Семенникованың пьесасы Хостра Тургысхан. Тут глагол Тургысхан от слова тур. Тургысхан поставил. Но в хакасском языке родов нет, поэтому Саяна Ултургашева Тургысхан. Вот Саяна Ултургашева подлежащая, Тургысхан сказуемый, да? Саяна Ултургашева поставила. Что она поставила? Анна режиссер. Анны это. Буквально, да? Его, ее, Анны. Это режиссер Саяна Ултургашева. Драматург тоже знаете. Наталья Семенникова. Ның. Ның это принадлежность, принадлежащая Семенниковой. Так, пьесу. Хостра это, скажем, по пьесе. Хостра по пьесе Семенниковой. Саяна Ултургашева поставила спектакль. Вот такая идея, да. Теперь дальше. Нымақты аңжы олдыңар, абыхай атық қыстыңары шоқталша. Теперь шоқталша. Шоқтал, говорись, буквально. Шоқталша, говорится. Нымақты в сказке. В сказке говорится о чем? Аңжы олдыңар. Ол, буквально парень. Олдыңар о парне. Аңжы охотник. В сказке об охотнике парне. Абыхай атық қыстыңар, то есть қыстыңар, абыхай красивый, атты именем, қыстыңар девушке шоқталша. В общем, в сказке о охотнике парне и красивой, и с красивым именем девушки рассказывается. Сказывается. Это буквальный перевод, да? Ойын черчаянны хайралирға, киберлерге туднырға үгретче. Теперь дальше ойын. Ну, вы теперь понимаете, ойын это постановка, игра. Угретче. Угретче буквально учит. Угрет учи, учит. Ойын угретче. Игра учит. Чему учит? Кибрлерге тудынырға. Тудынырға буквально держаться. Кибр это традиция. Кибрлерге традициям тудынырға держаться учит. Да? Дальше. Хайралирға. Хайралирға оберегать. Оберегать что? Ширшаянны. Ширшаян это буквально природа, экология. Да. Ну, в данном случае это природа в широком смысле. В общем, игра природу сохранять, традиции держаться учит. Вот дословный перевод. Ну, смысловой перевод на русский язык, конечно же, будет другой. И тут я рассказываю логику хакасского языка. Ойын икі тілінің тұрғызылған. Теперь видите опять тургызылган. Тут, так. Ойын, опять понимаете, ойын это игра, спектакль. Тургызылган был поставлен. Икі тілінің, икі два тілінің языками, ну буквально, да. Вот. Постановка была осуществлена на двух языках. Вот. Ойын икі тілінің с двумя языками была поставлена. Это буквальный перевод. Ну и далее. Шиберга пис сентябрьда, 25. Шиберга пис сентябрьда. Ондюрт часто. Сентябрьда, уже теперь понимаете, да? Вот театрнде, это аффикс места. Сентябрьда тоже. 25 сентября. Ондюрт часто. 14:00 часов. Ондюрт часто. Артистер. Нымақ орыс тілінің көздерлер. Нымақты, извиняюсь, орыс тілінің көздерлер. Вот смотрите опять. Артистер, подлежащие, көздерлер будут показывать. Что они будут показывать? Нымақты, сказку. Чем будут показывать? Или как? Орыс тілінің на русском языке. И вот смотрите, 25 сентября в 2 часа артисты сказку на русском языке будут показывать. Вот, дословный перевод, да, вот этой фразы. Теперь далее. Он жито отыс часто, хакас тілінің
он же тут часто хакастельно. Все. В 17:30 хакастельно на хакасском языке. Если тут орстельно на русском языке, хакастельно на хакасском языке. Да? Ну и вот завершающая фраза. Пьеса на хакастельне Саяна Тургашева «Тильбестен». «Тильбестен» перевела. Кто перевела? Саяна Тургашева. Так, и теперь что? Пьеса «ны». Ну, понятно, что пьесу перевела Саяна Тургашева. Хакастельне. Хакастельне на хакасский язык, буквально. Вот пьесу на хакасский язык Саяна Тургашева перевела. Ну вот, такое краткое прочтение вот этого текста. Если что-то будет непонятно, я думаю, потом будет возможность перекрутить видео. Я записываю видео, надеюсь, оно будет нормально записано. То эти фразы можно будет прослушивать, останавливать и, в общем, каждое слово пытаться как-то запомнить. Хотя бы запоминать смысл. Да, давайте вот таким образом можно будет читать тексты. Так, телефон отрща. Ну да, правильно, отрща. Телефон садится, буквально пишется, я на ковру. Ну, молодец, отрща. Ну, правильное выражение, да. Теперь далее. Вот смотрите, вот давайте еще раз зафиксируем свое внимание. Первое, что вы должны сделать? Заучить глаголы. Вот. Настоящего времени в первом лице причем. В первом лице, то есть употребляется и вот я, там то, мин, кюрщем, отрщам, сахчем, пасщам и так далее. Да, я. Дальше вы прослушаете уже аудирование, то, что был прочитан хакасский текст. И вот следующее, давайте все-таки договоримся. Вот эта запись, она будет выложена на Facebook. Вот здесь, именно в этой группе. Если у вас нет аккаунта на Facebook, откройте, пожалуйста, аккаунт. Я думаю, это будет несложно, если надеюсь, что будет несложно. Потому что вот раскидываться по всем сетям и во все группы растаскивать тоже как бы, время, вот, честно сказать, это занимает время, конечно. А если сосредоточиться в одной группе, все сойдутся в Facebook, допустим, да, с одноклассников кто-то придет, кто-то с ВКонтакте, кто-то, может быть, еще откуда-то, да. Но если мы здесь сконцентрируемся, тут у нас хоть как-то по крайней мере, Facebook, у него есть хорошие возможности в плане трансляции, тут можно прямые эфиры проводить, по сути, каждый высказывать или выкладывать свое понимание, свое произношение. Насчет домашнего задания, все-таки мне кажется, было бы интересно, допустим, да, проговорить что-то, да, видео, и здесь прямо прямой эфир какой-то провести. Посмотрите, пожалуйста, как у меня там произношение, да. Запомнил или не запомнил слова. Но нужно стараться писать, если пишете на телефон, держите телефон где-то возле рта, да. В общем, источник звука, вы должны быть близко к микрофону. Я когда пишу на смартфоне, по улице иду, я почти у рта держу телефон, и чтобы звук более-менее корректно прописывался, потому что у меня не очень качественный телефон, у меня и приходится очень близко держать, и поэтому иногда у меня только лицо и видно, но зато и фразы слышны. Стараюсь, в общем, была фраза, да. Ибденер. Ибденер, нет, некорректно. Ибденер, да, уже более Ибденер. Лучше и на первый слог. Ибденер. Сахчам ибденер. Да. Ибденер сахчам. Ибденер, тоже как бы слух не режет, а ибденер уже режет слух. Ибденер сахчам. Ибденер сахчам. Я сказал бы ибденер. Ибденер сахчам. Так, в общем, кажется, то, что я сегодня хотел сказать, сказал. Про домашнее задание сказал. Я надеюсь, что у меня видео будет записываться. И, в общем, давайте писать. Есть какие вопросы? Сурглар парба. Может быть, по произношению, по тексту, по переводу, может быть, там что-то не совсем ясно будет. Сурглар парба.
Алгоспулзен. Так, Алгоспулзен, спасибо. Ну, в общем, давайте так договоримся. Мы собираемся в группе, вот в этой группе, это страница уроки хакасского языка. И вот транслируем все свои знания, все, что мы умеем, пишем с ошибками, не без ошибок, хоть как. В общем, задача просто начать действовать. Действие это самое первое. Плохо, хорошо, это уже второе, это уже как бы менее да, важно, но начать действовать. Начать нужно писать, начать нужно говорить, начать действовать. Ну, 3 раза в день было бы неплохо. 10 минут как-то утром, потом в обед и вечером, как-то вот так. По 10 минут. Я иногда успеваю 10 минут садиться за компьютер, ну, утром. Да, вот, раз там зашли, отписались там. Ну, как-то так. Потом в обед где-нибудь, в обеденный перерыв. Так. Ну вот домашнее задание. Ибдегетохс. Вот, еще раз повторюсь, домашнее задание. Записать себя на смартфон где-нибудь. В общем, проговорить. Вот это нужно проговорить. Вот эти глаголы. То, что здесь есть в чате. Вы их видите, да? И второе, прослушать вот этот текст прослушать. Ну и, конечно, пытаться запомнить те слова, которые тут есть. Хотя бы вот на слух. Вот какие-то слова наверняка у вас теперь запомнятся вот из этого текста. Я надеюсь, что на каждом занятии будем читать новые тексты, и мы будем их вот таким образом очень коротко разбирать. Зачем? Чтобы вы понимали логику письменного хакасского языка. Нужно понимать, потому что письменный язык, он исходит из устной речи в любом случае, и оно не мешает восприятию вот для разговора, да. Ну, вот как-то так. Так, ну, в общем, если вопросов, да, я тебе позвоню, так, знаете, как переводится? Мин серерге сывдырадарам. Сывдырадыбызам. Мин серерге сывдырадарам. Я вам позвоню. Ну, я так. Мин серерге сывдырадарам. Давайте будущее время потом мы будем изучать. Мин серерге сывдырадарам. Я вам позвоню. Так. Мин сага сывдырадарам. Мин сага, если тебе. Мин сага. Дальше я писать не буду. Мин сага сывдырадарам. Я тебе позвоню. Но тут, знаете, еще есть момент один. Мин сага сывдырадыбызырбын. Ну, в речи так звучит. Мин сага сывдырадбзам. Сывдырадбзам. Вот этот аффиксы съедаются, и в речи вы всегда это будете слышать. Мин сага сывдырадбзам. Но в реальности пишется, сейчас, подождите. Сывдырадыбызарым. Сывдырадыбызарым. Я тебе позвоню. Ну, в общем, я позвоню, да? Так, точнее. Сывдырадыбызарым. Будет сложновато, да, ну, надо будет, да. Слово нелегкое, поэтому смотрите. Сывдырадыбызарым. Это литературное произношение, но в реальности мин сага сывдырадбзам. Вот как произносится. Вот. Я не говорю мин сага сывдырадыбызарым, я так не говорю. Я говорю мин сага сывдырадбзам. Ну, это сагайцы так говорят, я сразу говорю сагайцы. Но литературно должно быть сывдырадыбызарым. Мин сага сывдырадыбызарым. Если вы скажете мин сага сывдырадыбызарым, ну, человек поймет, что вы там где-то проходите литературную, в общем, где-то уроки проходите. Ну, поймут сразу. Мин сага сывдырадыбызарым. Мин серерге сывдырадыбызарым. Серерге вам. Мин сага тебе, да. Ну, в общем, сокращенно сывдырадбзам. Так, вот, ну, знаете, сывдырадбзам. Ну, я вот не хочу писать как бы с ошибками. Сывдырадбзам. Ну, так, наверное. Там и, я неправильно. Сывдырадбзам. Сывдырадбзам. Ну, так нельзя писать, это некорректно как бы. Сывдырадбзам. Вот так произносится. Примерно. Сывдырадбзам. Но правильно сывдырадыбызарым, потому что если сывдырадбзам вы где-нибудь увидите, такого вы не увидите в тексте нигде. Сывдырадыбызарым это правильное написание. Мен серерге сывдырадыбызарым. Я вам позвоню. Че сұрғылар пазы бар ба?
че. Ну, да, если так, че. Если вопросов нет, я тогда с вами сегодня прощаюсь. Анным жоқтасшам, до свиданькаюсь, грубо говоря, да, вот так, до свиданькаюсь, анным жоқтасшам. Пазы туғасханжа, до следующей встречи. Я это видео выложу в группе, можете сегодня же где-то через полчаса зайти и отписаться. Че алғыс болсын, пазы туғасханжа, сәрдің ағады болған сибдей том.